Журналисты, работая с большими объемами информации, им кажется, что они могут предугадать, как будут развиваться события. Или хотят повлиять на них. Или хотят повлиять. И мы видели многие социологические опросы, которые уверенно присуждали победу госпоже Клинтон. Для многих... Знаете, говорят, социологические опросы – это тоже часть агитации. Ну, да, учитывая, что эти крупные социологические центры находятся в тех местах, где доминирует американская элита. И сейчас для многих журналистов это, конечно же, очевидный сюрприз. Как изменились, как эти выборы повлияли на политическую журналистику в Соединенных Штатах? В Америке всегда действовало золотое правило. Все статьи, все телевизионные репортажи, всегда людям, зрителям предоставлялось две точки зрения. Баланс. Он сказал, да, баланс. Он сказал, и она сказала. Многие заявления политиков, если мы посмотрим раньше, они не так тщательно проверялись, потому что было некое доверие. Если человек баллотируется на высокий пост, то он должен отвечать за свои слова, он должен проверять ту информацию, которую он сообщает. Эти выборы показали, что это не так. И постепенно многие журналисты поняли, что нужно внимательно проверять информацию, любые заявления, проводить расследования. И это особо стало ясно в последние месяцы, в последние недели перед голосованием. И во многих средствах, во многих редакциях американских СМИ появились специальные отделы, так называемый fact-checking, то есть люди, которые скрупулезно изучают заявления Дональда Трампа. В основном Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп делал очень громкие и очень много заявлений. И многие из них на поверку оказались не совсем точными. Но это позволило говорить, что американские СМИ по преимуществу, да, встали на сторону Хиллари Клинтон, то есть практически выступили на стороне одного из кандидатов. И это в некотором смысле, меняет отношение к журналистам в Америке, или я не прав? Действительно, но всегда было некое противостояние в СМИ. Всегда были издания, всегда были телеканалы, которые поддерживали республиканцев. Взять Fox News, взять Wall Street Journal. И был другой противоположный лагерь, если мы возьмем MSNBC или мы возьмем Washington Post и New York Times. В этой кампании эти издания в открытую заявили о том, что они поддерживают Хиллари Клинтон. Почему это произошло? Вы понимаете, когда Дональд Трамп начал заявлять о том, что выборы могут быть сфальсифицированы, что средства массовой информации относятся к нему предвзято, журналистов это задело. Даже раззадорило. Задело в большей степени. Потому что они всегда старались занимать позицию сторонних наблюдателей. Дональд Трамп много что успел сделать во время избирательной кампании. Например, его сторонники прошлись антисемитскими заявлениями по известной журналистке в Америке Юлии Йоффе, например. Об этом она много писала, она работала в России, поэтому мы все ее неплохо знаем. Да? И другие были скандалы, которые сопровождались с общением Трампа со СМИ. Знаете, что интересно? Что сейчас, когда есть шанс, что Трамп станет президентом, если мы на секунду представим себе, что он действительно въедет в овальный кабинет, СМИ его возьмут в очень плотную обработку или нет? Совершенно так оно и будет. Мне кажется, республиканские СМИ, как вы думаете? Вы знаете, мне кажется, что Дональд Трамп не идеальный кандидат был даже для республиканских СМИ, если мы посмотрим на телеканал Fox. То есть многие его заявления шокировали консерваторов, традиционных республиканцев. И даже в какой-то момент были разговоры о том, что эта кампания по обличению средств массовой информации, о том, что они относятся к нему предвзято, что им нельзя доверять. Это был некий такой ход, потому что все говорили, что если Трамп проиграет, то, скорее всего, он создаст свою медиа-империю. Будет Трамп ТВ. Потому что рассчитывать только на Fox News или на традиционные республиканские издания ему уже нельзя. Теперь он тем более должен так сделать. Не знаю, будет ли у него, если он выиграет, я не знаю, будет ли у него время этим заниматься. Но то, что неважно, кто въедет в овальный кабинет Белого дома, характер отношений между администрацией и журналистским сообществом поменяется. Журналисты будут задавать больше неприятных вопросов, будут требовать выполнения тех обещаний, которые произносил кандидат. И, конечно же, характер этот изменится.
каждое слово кандидата будет проверяться и перепроверяться, и будут ему напоминать о том, что он говорил. И если будет найден какой-то подлог или какой-то обман, об этом, безусловно, сообщат все американские СМИ. Знаете, что сказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев только что? Он сказал, что не стоит переоценивать Америку Дональда Трампа. Уже понятно, что не с распростертыми объятиями Москва встречает победу человека, за которого, поправьте меня, если я ошибаюсь, российские федеральные СМИ просто чуть ли не агитировали. Что говорили российские СМИ о Трампе? Давайте проанализируем. И что, как вы думаете, станут говорить теперь? Если мы посмотрим избирательную кампанию, то поначалу отношение к обоим кандидатам было очень насторожно. И даже в какой-то момент российские СМИ немножко отстранились, потому что когда Трамп начал делать громкие заявления о том, что он вышлет из страны мусульман, что все испаноговорящие нелегалы или люди, которые уже получили американское гражданство, они насильники, они убийцы и так далее. Подобное, или даже вспомним тот случай, когда он оскорбил семью, афганскую семью, афганца-ветерана, который погиб в Ираке. Такие заявления шокировали многих.